Всем привет! Это Киноалания. Вновь настало время поговорить о крутых киноновинках, тем более, что главная премьера этой недели совершенно безумная. И это «Хищные птицы», а если точнее, «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Фантастическая Марго Робби настолько покорила всех еще в «Отряде самоубийц», что продюсеры решили вернуть ее на большие экраны. И теперь даже без Джокера. Все начинается с того, что Харли и Джокер расстаются. Квинн разбита, но затем все же берет себя в руки и решает стать самостоятельной преступной единицей. И именно в это время юная Кассандра Кейн крадет у криминального короля Готэма Романа Сиониса невероятно ценный алмаз. Харли объединится сразу с несколькими опасными супергероинями, чтобы спасти Кассандру и дать бой Сионису. В новоиспеченную команду Харли Квинн войдут сразу несколько героинь комиксов: Черная канарейка, Охотница, Рене Монтоя и Кассандра Кейн, которые они все вместе и будут спасать. У каждой из них свои счеты с Сионисом, и победить в этой битве они смогут, лишь объединившись. Нам надо объединиться. Хорошо. Несмотря на крутую команду, нельзя не признать, что главной звездой фильма является все же Харли Квинн. Ее полное безумие и непредсказуемость становятся главной движущей силой фильма. Ну и выглядит она тоже феерически. Она меняет свои наряды почти 15 раз, и каждый из них чуднее предыдущего. Во многом появление фильма «Хищные птицы» стало возможно благодаря Марго Робби. Она не только сыграла главную роль, но и предложила саму идею создания этой ленты. Кроме того, на стадии работы над фильмом она была продюсером и даже участвовала в написании сценария. И еще одна вещь, о которой нельзя не сказать: злодей в «Хищных птицах» — это Роман Сионис, он же Черная маска. Известного персонажа комиксов в фильме сыграл Юэн Макгрегор, и, поверьте, сделал он это невероятно круто. «Хищные птицы» — самый безумный и при этом самый женский кинокомикс за много лет. Список его создателей практически полностью состоит из девушек: режиссер, сценарист, продюсер, исполнители главных ролей. Однако птички умудряются не скатиться в навязчивый феминизм, поднимая эту тему с юмором и тучей абсурда. Ну и еще несколько важных деталей. Во-первых, фильм получил рейтинг R, а значит, вас ждет куча жестоких драк и кровища. Во-вторых, боевые сцены ставил Чад Стахелский, тот самый, который работал над Джоном Уиком и «Взрывной блондинкой», а значит, драки будут очень крутые. Ну и третье, у Харли Квинн появится комнатная гиена. Это что, гиена в ванне? Я назвала его Брюс в честь милашки Брюса Уэйна. Подводя итог, да, «Хищные птицы» — это женский проект, но еще это кино с безумными персонажами, крутым экшеном, жутким злодеем и ненормальным юмором. Короче, смотреть его определенно стоит. Остальные новинки этой недели, может, и не такие масштабные, но тоже заслуживают вашего внимания. Для семейного просмотра отлично подойдет комедия «Игры с огнем». Джон Сина в ней исполняет роль сурового начальника пожарной части Джейка Карсона. Он со своей командой опытных пожарных спасает 3 детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара. Родителей ребят найти не удается, поэтому взрослым дядькам предстоит понять, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. А еще в кино можно посмотреть драму «Офицер и шпион». Главный герой – сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус. Он объявлен особо опасным преступником и обвиняется в государственной измене и шпионаже. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование. Ему необходимо найти секретную папку, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Ленту снял Роман Поланский, а главные роли исполнили Жан Дюжарден и Луи Гаррель. Еще одна новинка – хоррор «Мама, гостья из тьмы». Знаменитый археолог Норман приезжает в итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери, но вместо мамы она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться. А дальше мультфильмы. Первый – «Тролль. История с хвостом». В королевстве троллей случилась беда. Во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошел его злой брат. Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и все королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей. Еще один мульт «Викинг Вик». Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, как его отец, вождь клана викингов.
И судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять чары, юному викингу предстоит отправиться в опасное путешествие в Асгард. С новинками покончили, настало время напомнить о других фильмах, которые продолжают идти в кино. Ну а теперь настало время для фильма, который действительно стоит посмотреть. Сегодня это лента, в которой Марго Робби исполнила одну из своих лучших ролей. Псевдодокументальная спортивная драма с каплей черного юмора. «Тоня против всех». Фильм посвящен жизни одной из самых скандальных фигуристок планеты Тони Хардинг. Она уверенно шла к мировой славе, однако все рухнуло в один момент. Накануне Олимпиады на главную соперницу Тони, Нэнси Керриган, нападают. Она получает травму ноги. Расследование приводит к Тони и ее бывшему мужу, и из национальной звезды Хардинг превращается в изгоя. В самом начале фильма авторы оговариваются, не стоит воспринимать его как документальное кино. Скорее, его лучше рассматривать как художественный фильм, основанный на реальных событиях. Кстати, настоящая Тоня Хардинг участвовала в проекте в качестве консультанта. Для Марго Робби роль Тони стала первым серьезным вызовом в карьере. К тому моменту все больше привыкли видеть ее в образе классических белокурых красоток. Тем удивительнее было увидеть ее в роли талантливой, но очень грубой, безвкусной, порой вульгарной, вечно курящей спортсменки. За эту роль Робби абсолютно заслуженно получила номинацию на «Оскар», а вот Элисон Джинни, которая сыграла ее мать, получила саму награду. «Тоня против всех» – необычная спортивная драма. Это не история успеха, а рассказ о крахе и рухнувшей американской мечте. Черный юмор, необычный стиль повествования, фантастические актеры, порой ломающие четвертую стену. Все это определенно говорит о том, что этот фильм стоит посмотреть. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.